Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с педагогами детской школы искусств имени Газизы Жубановой. Знакомьтесь, Градова Элеонора Олеговна, преподаватель рисунка, живописи и композиции. Здравствуйте, Элеонора Олеговна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш творческий путь? Я рисовала всю свою жизнь, начиная с детского садика, сколько себя помню. И в школе это продолжилось у меня, и интерес как бы не падал. И когда в художественной школе я занималась, это было самое такое, наверное, самое творческое, самое интересное время. И я все время думала, как классно быть педагогом художественной школы, и хотела именно сюда и попасть. Поэтому, когда встал вопрос выбора профессии, я, конечно, сразу пошла туда, где можно рисовать, в надежде, что когда-нибудь я стану преподавателем художественной школы или школы искусств. Мне кажется, что ответ на этот вопрос может не понравиться, а может и понравиться вашим ученикам. Есть ли у вас любимые ученики? Или, что нужно сделать, чтобы, хотя бы приблизиться к такому статусу? Любимые ученики у меня все, потому что когда они поступают, у нас очень же близкий контакт. Мы 9 часов вместе сидим в неделю, и иногда я даже знаю больше, наверное, чем их родители о них. Но есть ученики особенные, с которыми мы часто ездим куда-то на Дельфийские игры, на Олимпиады, там, в пленэры в Алмату. И с этими детьми, конечно, происходит более близкий контакт, потому что я вижу их немножко с другой стороны, не как педагог уже, там, как мама, например, да. Мы с ними там, вместе отдыхаем, вместе обедаем, какие-то они рассказывают свои интересные истории о себе, я рассказываю что-то обо мне, и иногда эти дети открываются вообще с другой стороны, и я понимаю, насколько глубокий у них мир интересный, и вижу, как они горят тем делом, они, в общем, меня вдохновляют, да, и поэтому они остаются в моей памяти, именно вот такие какие-то всплески эмоций, что ли, дают. Элеонора Олеговна, что бы вы могли посоветовать начинающим педагогам или ребятам, которые только хотят прийти в эту сферу? Я думаю, что в педагогику надо идти, если вы очень любите свое дело, во-первых, вы наполнены им, вы любите детей, но самое главное, да, чтобы вы любили свое дело, чтобы вы им жили, потому что если вы не наполнены до краев своими знаниями, эмоциями по своему предмету, то вам как бы нечего раздавать. Дети очень чувствительны. Если ты приходишь на занятие пустой, то ты не сможешь удержать класс, ты не сможешь их заинтересовать. Если в тебе все это плескается, просится наружу, ты готов делиться своими знаниями, то да, тогда все получится. И давайте завершим на такой, я считаю, очень хорошей и позитивной ноте. Какие главные или важные качества в вашем характере или в вашем поведении есть в вас, как именно в педагоге? Я думаю, что это терпение, потому что много-много раз повторять одно и то же, не все сразу хватают тему, и вот особенно это с начинающими, с первым классом, это очень сложно, потому что дети, они очень, кто-то не запомнил то, что ты сказала, и тебе приходится по кругу ходить и все время повторять, повторять, повторять. Для этого, да, нужно терпение, чтобы не терять своей доброжелательности, чтобы как-то донести до детей все-таки самую суть своего предмета, чтобы она у них закрепилась, осталась, и уже потом дальше можно было идти. И Спасибо. любовь, да, любовь к детям, любовь к профессии. Спасибо вам большое, было очень интересно послушать вас. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Катя.